Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы познакомитесь с крымскими татарами, одним из коренных народов Крыма. Вы узнаете, как формировалась их история и почему крымские татары отличаются от татар времен Монгольской империи. Также мы рассмотрим влияние Крымского ханства и ислама на то, что крымские татары сложились как нация несколько раньше, чем как этнос. Откуда, собственно говоря, взялись крымские татары и почему крымские татары? В чем тут сходство или разница между, собственно говоря, татарами, которые образовались в Крыму как не крымские татары, а как часть татар Золотой Орды, и, собственно, нынешним крымско-татарским народом? Есть ли там какая-то грань, или наоборот, это два разных народа, или что там еще? Вопрос непростой не только в смысле его изложения и освещения. Сам процесс был очень сложный. Собственно говоря, поэтому люди, разделенные веками, даже живущие на этой же самой земле и как бы той же самой крови происходящие там, да, но для них ситуация, там, скажем, 13 или 14 века и ситуация 20-21 века, они разные. И они разные не только потому, что там человек в космос полетел там, или еще что-то такое произошло, да, а просто трансформировался сам народ, сам этнос. Он не был одним и тем же застывшим во времени и пространстве. Он изменялся, продолжает изменяться до сих пор. И вот эта преемственность между теми, кто стал непосредственно предками крымских татар, крымско-татарского народа, и крымские татары, как они есть сейчас, конечно же, тоже был очень многосоставной, многоплавный, многоскоростной, если хотите, процесс. Наряду с этносами, о которых шла речь выше, очевидно, что к моменту конца истории Крымского ханства на территории полуострова проживали некоторые народы, которые живут и известны в Крыму и поныне: крымчаки, караимы, крымские татары, румеи-урумы. Заметим, что до 1778 года в Крыму жили румеи, урумы и кыпчак-армяне. Но о них мы уже разговаривали. И сейчас я хочу остановиться именно на крымских татарах. В письме крымского хана Багадыр-Гирая от 1637 года, обратите внимание, что с момента образования Крымского ханства прошло практически 200 лет. С момента разгрома, окончания княжества Феодора прошло, где-то почти это же время, чуть меньше. Со времени образования Золотой Орды прошло, где-то больше 300. То есть можно смотреть, как развивался процесс от момента складывания Золотой Орды, отделения от Монгольской империи. Можно смотреть от момента Крымского ханства, и можно смотреть от момента более позднего, когда насильственно в результате османского вторжения в Крыму исчезло княжество Феодора. Так вот, к этому моменту Крымское ханство в полной силе. Оно союзник Османской империи. Это, обратите внимание, канун тех событий, когда Богдан Хмельницкий попросил помощи крымских татар, когда ни от какой России, царской империи, от кого-либо крымские ханы и Крымское ханство не зависит, за исключением союза с Османской Турцией. И он пишет следующее. «Великий падишах Великой Орды и Великого Юрта, и престольного Крыма, и Деж Кипчака, и неисчислимо многих татар, и неисчислимых нагаев, и горных черкесов, и татов с талгачами, и всех многих, избравших ясную веру ислам». Здесь, по сути, содержится ключ к пониманию этнических процессов в Крымском ханстве. Наибольшими группами, составляющими подданных, называются татары и нагаи, которые в ту эпоху составляли два близких, но все же, очевидно, разных народов. Причем, поскольку переписей в тот момент не было, хотя Золотая Орда проводила в свое время перепись, и Монгольская империя, их количество обозначается как неисчислимо многие татары, неисчислимые нагаи. То есть речь идет, ясное дело, не о сотнях и даже не о тысячах, а как минимум о десятках и сотнях тысячах людей, скорее всего, о миллионах. Разница между татарами и нагаями заключалась и
в языково-этнических характеристиках и в географическом размещении. То есть татары живут, собственно говоря, на территории Крымского полуострова, нагаи живут в основном в степях за пределами Крымского полуострова, какая-то часть и в Крыму. Далее упоминаются горные черкесы. Кстати говоря, обратите внимание, горные черкесы. То есть подразумевается этим выражением, что есть и негорные черкесы. Но негорные черкесы – это опять-таки не этническое обозначение, а социальное, вооруженный человек. А вот горные черкесы – это некое этногеографическое определение. Прежде всего, это народы Северного Кавказа, значительная часть которых находилась под властью крымского хана. Хотя какие-то их группы еще со времен аланов переселялись и проживали в Крыму. Совершенно не случайно в Крыму есть село Черкес-Кермен, которое в украинские времена было приватизировано одним из частных предпринимателей. Вся территория была отдана ему, и выходцам из этого села даже запрещали туда заходить, как на территорию частной собственности. Довольно загадочное для современного читателя упоминание о неких татах и таугачах требует отдельного рассмотрения. Предполагается, что слово «тат» иранского происхождения. В венгерский язык, например, оно вошло как «тот». Венгры словом «тот» обозначают словаков. Но надо сказать, что слово «тот» вообще существует во многих европейских языках, и даже в фамилии вошло. В общем и целом оно обозначает «чужой», не «свой». Это слово встречается не только в Крыму и не только в Европе. В Дагестане им обозначают горских евреев, окруженных преимущественно мусульманами. В некоторых раннесредневековых восточных источниках именно персы обозначали им северных по отношению к ним степных кочевников. То, что слово существует в венгерском языке, указывает, что заимствование произошло очень давно, когда предки венгров еще жили на территории, соприкасавшейся с ираноязычными народами. Это такая предгунская, гунская эпоха, то есть 4-5 век нашей эры, еще до Крыма. В Крымском ханстве даже была должность тат-агасы, старейшина татов, член дивана Государственного совета, представлявшего в нем интересы татов. В период Крымского ханства была территория, именуемая Тат-Эли, то есть страна татов, занимавшая часть побережья восточнее Алушты и чуть не доходя до Судака. При этом надо вспомнить, что бывшие капитанства Готия и Феодора к этому моменту были османским санджаком и не входили в ханство. Это означает, что тат-агасы не мог быть представителем от тех территорий, следовательно, кроме санджака, таты жили и где-то на территории самого ханства. Это дает нам примерную картину расселения татов в Крыму. Часть южного берега, бывшая Феодора, и где-то еще на территории ханства. Во-первых, где? Во-вторых, почему этих людей именовали татами, не своими? Здесь есть дополнительные ориентиры. В крымско-татарском языке слово «тат» сохранилось до сих пор и применяется к жителям некоторой части гор и побережья. При этом часть горцев и побережных, северная часть Бахчисарайского района, жители Байдарской долины, побережье между Балаклавой и Севастополем, некоторых мест вокруг Судака татами не называются. Существует версия, согласно которой татами мусульманское население Крыма называло не мусульман. Однако слово «тат», что интересно, существует и в языке крымских тюрок-христиан, урумов. Им они обозначают своих соседей румеев. Нужно учесть и то, что ни крымчаков, ни караимов крымские татары татами не называли, несмотря на разность в религии, поскольку и те, и другие были тюркоязычными. Таким образом, тат, внимание, это не мусульманин. Тат – это не тюрок, что до поры до времени отчасти совпадало с немусульманским населением средневекового Крыма. Отсюда и должность тат-агасы, представитель нетюркского населения в ханском диване, в том числе и не мусульман. Однако это 17 век. Позже, то есть 1600-е годы. Кстати говоря, когда мы говорили о готах, как раз в 1600-е годы зафиксирована встреча представителя австрийского императора с представителями готов и крымских греков в Стамбуле, о чем я уже рассказывал. 1600-е годы. Почему важно? Потому что тогда еще крымские готы, и даже не готы, вот сосед грек, знали свой язык и пользовались им. 1600-е. Однако позже тюркский язык распространился и среди других этнических общностей, первоначально не тюркских по языку. В настоящее время в Крыму таты
Это часть крымских татар, говорящих на своих особых говорах и диалектах, как раз и появившихся в результате усвоения тюркского языка нетюркоговорящими этносами. Своего рода закрепившийся в языке иноязычный акцент, с которым говорило первое поколение людей, перешедших на этот язык в соответствии со своим произношением, своего прежнего родного языка и фонетикой прежнего языка. Поэтому отдельного народа тат в Крыму не существует. Это ставшие крымскими татарами потомки нетюркоязычных этносов, оседавших в Крыму, очень разного происхождения. Это и тавры, это и эллины, это и более поздние румеи-византийцы, это и потомки генуэзцев, если они где-то компактно куда-то вошли, и готы и так далее. Но, тем не менее, вот при всех своих диалектах они стали частью крымских татар, поскольку и приняли этот язык, и стали мусульманами, и влились в общую культуру. Я уже говорил о тавгачах. Что интересно, это слово упоминается не только применительно к Крыму, но гораздо раньше и применительно к народу, жившему на 1000 лет раньше в совершенно другом регионе – Юго-Восточной Сибири. Можно, конечно, допустить, что, как и многие другие этносы, какая-то их часть оказалась в Крыму, но представляется, что это название говорит само за себя. На половецком, который был основой татарского и позже крымско-татарского языка, Тау-Тау – гора. Например, нынешний Саратов – это Сары-Тау – желтая гора. Аффикс «гачи», точнее, если соблюдать тюркскую фонетику, «гаче» в кыпчакском произношении, или «гаджи-гаджи» в агузском, обозначение места до чего-то. Тавгачи – это не множественное число от какого-то тавгача, это до горы, до гор, иначе говоря, предгорные. Тавгачи в Крыму той поры, как возможно и за 1000 лет до этого в Сибири, это не какой-то отдельный этнос или народ. Как мы понимаем, в предгорьях в течение предшествующих столетий осели и смешались множество этнических групп разного этнического происхождения. Например, османский путешественник XVII века Эвлия Челеби отмечает некий народ Бадрак, живущий неподалеку от Бахчисарая. До переименования нынешний поселок Тенистый назывался Тау-Бадрак. Обратите внимание, Тау-Бадрак, не Дах-Бадрак. А жили в нем в 20 веке и ранее крымские татары. Этноним Бадрак сохранился только в названии села. Как в свое время булгары имели разные корни, но были тюркоязычными и уже присутствовали в Крыму до появления кыпчаков-половцев и их трансформации в татар. Эта часть крымского населения играла роль культурных контактеров между степной частью и, собственно, жителями гор и побережья. Их основным делом было земледелие, причем с акцентом на садоводство и отгонно-пастбищное животноводство. Собственно, они и передавали татарам в Крыму навыки этого земледелия, способствуя его распространению в Крымской степи. Их географическая открытость к северу от гор делала их уязвимыми и зависимыми от положения в степной части по сравнению с горцами. Но, с другой стороны, они первыми получали выгоды от торговых путей, проходивших как вдоль этой пограничной зоны, так и через горы к побережью. Принятие ислама и тюркоязычность в конце концов сделало их часть формирующейся крымско-татарской нации. Что же такое крымские татары, как и когда они появились в Крыму? Нельзя ставить знак полного равенства между татарами, завоевавшими Крым в составе войск Батухана, и крымскими татарами в настоящее время. Хотя они в своем происхождении и культуре в настоящее время уже неотделимы. Как мы помним, татары войск Чингисхана – смесь командования из монгол и основного воинского контингента преимущественно из половцев, но не только из половцев. Та часть татар, которая пришла и осталась в Крыму, обосновалась не на пустом месте. И, кстати говоря, все, что мы знаем о завоевании Крыма Бату-ханом и его войсками, нигде не свидетельствует о какой-то тотальной резне в степи. Не только горный и побережный Крым, но и предгорья и степи уже были заселены. Войны на уничтожение не было, как нигде ее не было в эпоху монгольских походов. Кровавые эксцессы, безусловно, сопровождали эти завоевания, как и многие другие. Но целью было не тотальное уничтожение покоренных народов, а подчинение их своей власти. Зверства, известные из летописей, были средством устрашения и подчинения, а не формой полного уничтожения. Доказательства очевидно. Если кто-то их в упор не видит, то вынужден их назвать. И при походах войск Субудая и Джебе, и при последующем походе войск Бату очень много вспоминают о разгроме существовавших тогда русских городов, сожжении, убийстве людей и так далее. Но вы же обратите внимание,
при том тотальном разгроме русских княжеств для татар Бату, в общем-то, не составляло проблемы, но если не сразу же, не в ту же зиму, да, то там в течение 5-10 лет осуществить тотальную этническую чистку. Ну, знаете, по образцу, скажем, белых европейских колонистов в Америке. Или по образцу, как делали многие русские воеводы, и походы там в башкирских землях, допустим, позже, в Сибири, там еще где-то, когда уничтожали целые племена и роды. То есть при таком-то разгроме, при таком-то военном перевесе, ну, что стоило просто убить всех до последнего. И более того, заселить эти территории. Правда, татарам, как кочевникам, это было не очень интересно, но могли привезти с собой иранцев, китайцев, мало ли кого, да, подневольное население, как позже российские крепостные или украинские крестьяне поселялись на землях Крымского ханства русскими помещиками. Там то же самое можно было сделать и с Владимиро-Суздальским княжеством, и там, с Киевским, и с каким угодно. Однако же этого не произошло за всю эпоху, которую обозначает игом татаро-монгольским. Сравните границы Золотой Орды и границы других государств, которые вышли далеко-далеко-далеко за тысячи километров, за сотни километров от тех территорий, которые заселяли этносы, давшие им имя. То есть это совершенно очевидный факт, что исторически просто обоснованно от него деться некуда. Стоящий перед глазами, что у татар не было намерения, и они его не реализовали, подвергнуть тотальному истреблению покоренные народы. Что, собственно, и произошло. Очень быстро после установления новой власти китайские советники, это тоже исторический факт, объяснили Кагану, что сбор налогов с населения выгоднее его истребления, поэтому после периода ужасов и кровопролития наступил длительный период относительной безопасности и стабильности, насколько это возможно в условиях Средневековья вообще. Государство получило основной закон Ясу Чингисхана. По сути говоря, при условии лояльности, то есть отсутствие там попыток отсоединиться, восстать, отделиться, там, поднять какой-то бунт и уплате налогов, национальность в империи монгольской почти перестала играть роль. Московский улус, так же как Тверской, Владимирский, своей верностью центральной власти добился того, что вообще сам стал собирать налоги и умерять внутренние беспорядки. Но перейдем к Крыму. Татары в Крыму сначала стали крымскими, потому что осели и задержались на этой территории. Речь идет именно о тех, кто пришел с войсками Бату. Хотя они в значительной степени, в их составе уже были и местные половцы-куманы. Что было потом? Основные этнические и культурные процессы и взаимовлияние мы достаточно подробно рассмотрели выше. С 1244 года, год это образование Монгольской империи, по 1783 год разгрома Крымского ханства, потомки первоначальных татар прожили в Крыму практически 550 лет. Ну, сосчитайте, если социологи считают, что одно поколение – это 25 лет, то есть 100 лет – это 4 поколения, 550 – это более 20 поколений. При этом они постоянно смешивались и впитывали в себя кровь и культуру, как этносов, уже живших до их обоснования в Крыму, как тюркских, так и не тюркских, но и тех, кто появился позднее. К XVIII веку это был народ, чья антропология, язык и культура, во-первых, приняли окончательный свой вид уже в самом Крыму, а во-вторых, были связаны, точнее даже окончательно и неразделимо перемешаны с генетикой и культурой древнекрымских этносов. И в-третьих, это была не просто механическая мешанина, а вновь образованная, стройная и гармоничная, тесно связанная с природно-географическими условиями полуострова культура и антропология. В-четвертых, эта особость привела к тому, что, так сказать, татары Крыма превратились в, собственно, крымских татар. И, наконец, крымские татары стали отличаться от других близкородственных им народов татарского корня. Татар Поволжья, Приуралья, Сибири, превратившись в отдельный народ со своей собственной ментальной, языковой, культурной и антропологической идентичностью. Двумя факторами, стимулировавшими, направившими этот процесс, были ислам и образование Крымского ханства. Ислам принес в культуру крымских татар массированное влияние арабского персидского Востока, проявившееся, кроме религии, что очевидно, в языке, архитектуре, стиле жизни, гигиене, новых обычаях, традициях, одежде, пище, литературе, правовой системе, семейном укладе и многом другом. То есть
вспомните, что мы говорили о Кодекс Куманикус. К этому моменту христиане и, условно говоря, язычники или тенгрианцы – это разные вещи, но тем не менее, скорее всего, составляли большинство как на территории самого полуострова, так и на будущей территории Крымского ханства, за его пределами. Однако же, с другой стороны, ислам провел определенную грань между образовывавшимся крымско-татарским народом, как раз теми, кто принимал ислам, и мусульмане трансформировались в большинство не только в Крыму, но и во всем будущем Крымском ханстве, и близкими к нему по корням, природной географической среде, исторической судьбе и месту жительства другими крымскими этносами. В какой-то момент стало так. Человек, принявший в Крыму ислам, становился крымским татарином, кем бы он ни был до того. Эта тенденция как раз и подмечена в письме Багадур-Герая, что он хан для всех, многих, избравших ясную веру ислам. Исламская идентичность на этапе формирования крымских татар сыграла роль не единственного, безусловно, но очень важного фактора. Образование Крымского ханства, окончательно отделившегося от Большой Орды в 1441 году, то есть, обратите внимание, примерно через 200 лет после образования Монгольской империи, то есть 200 лет шел этот процесс. И потом вдруг, не совсем вдруг, возникает Крымское ханство. Первоначально было политическим шагом, утвердившим в Крыму власть чингизидской династии Гераев. До этого направления Крымом претендовали множество персон, как из чингизидов, так и не из них. Например, тот же Темник Нагай или позже Мамай. Собственно говоря, что и было причиной знаменитой Куликовской битвы, которая была не войной русских против татар, а войной московского улуса против крымского улуса, который пытался отделиться от Золотой Орды, но московский князь и его союзники, как, в общем-то, лояльные подданные золотоордынских ханов, этих сепаратистов остановили тогда. Однако жизнь в одном государстве, подчинение неким единым правилам, отличающим его от соседей, общие беды и заботы, общие достижения способствовали выработке внутренней социальной солидарности, установлению и распространению на данной территории неких общих эстетических, моральных, хозяйственных стереотипов и паттернов, выразившихся в конечном счете в обществе, вырабатывая в нем культуру и связанной с ней этнокультурной идентичности. Для крымских татар это играло особую роль, поскольку именно они, как наиболее многочисленный мусульманский народ, в мусульманском же государстве несли на себе основную нагрузку военной государственной службы и обязанностей. Это, безусловно, содействовало полустихийной, полусознательной выработке общегосударственной, не в смысле официозной, а в смысле распространенной на всей территории данного государства культуры этого народа. Тут я должен сказать несколько слов о том, что крымские татары сложились как нация несколько раньше, чем они сложились как этнос. Дело в том, что по поводу самого слова термина «нация» есть очень много рассуждений, и практически каждый крутит и вертит как хочет. Кто-то ссылается на общую культуру и литературный язык, кто-то на единый хозяйственный рынок, кто-то на государства европейские XIX века, которые пришли на смену, так сказать, феодальным государствам. Я об этом говорил и писал в разных других местах, поэтому сейчас я на этом специально останавливаться не буду. Скажу только, что с моей точки зрения нация – это та общность людей, которая образует то или иное государство, и чьи интересы это государство выражает и защищает. Она может быть очень сложной, она может быть одноэтнической, она может быть полиэтнической, как, например, в Швейцарии, то есть это многоэтническая нация, причем изначально это не диаспоры других народов, она может быть состоять из диаспор, как это, допустим, в США или в Канаде, там и не только у них. Это может быть нация, которая существует на уровне разросшегося племени, как это было у римлян, допустим, которое постепенно включалось близкородственные, а потом уже и совсем чужие племена и роды. Важно то, что нация – это политическое объединение, и в Золотой Орде нации были татары. Остальные в той или иной степени были их данниками там и прочее, но
по мере сначала консолидации самой Золотой Орды, а потом, наоборот, распада ее на отдельные государства, в этих государствах, теперь уже мы говорим о Крыме, происходил процесс внутри этих государств консолидации. И уже только даже потому, что чингизиды, которые в той или иной степени их потомки, да, и там и в Средней Азии, там, скажем, и Мир Бухарский тоже чингизид, там и Абдул-Хаир хан у казахов, он тоже чингизид и так далее, скажем, на этой территории, сейчас мы говорим о Крыме, скажем, условно, полуслучайно в результате династических расприй и феодальных войн, утвердившаяся династия какая-то из ветвей чингизидов, которая первоначально закреплялась на этой территории, в результате военной победы, в результате того, что она как бы одержала здесь верх, всех разогнала, сделала государство под себя, поневоле, очень быстро вынуждена опираться именно на местное население, именно в конкуренции с другими такими же там государствами, татарскими или не татарскими, вынуждена была все больше и больше привлекать к участию в государственных делах вот это самое население. То есть, вот это феодальное государство подчинения там, монарху или правящей династии превращалось в государство национальное на самом деле, потому что чтобы просто физически, военно, экономически это государство могло выживать, оно должно было привлекать массы населения, в данном случае татар и не татар, к тому, чтобы они выполняли государственные должности, обязанности, платили налоги, участвовали в войнах, выполняли общественные работы и так далее, учитывая особенно достаточно щадящую налоговую политику и необходимые содержание армии, которая преимущественно была народным ополчением. Кстати говоря, само разделение правила ислама о том, что в исламском государстве именно мусульмане являются воинами, тоже подстегивало значительную часть первоначально не мусульман-татар или других этносов к тому, чтобы принимать ислам и, в принципе, вливаться в общую крымско-татарскую нацию, потому что это была воинская традиция. Если ты не становишься мусульманином, ты как бы должен выйти из армии. В общем-то, кто этого не хотел, тот этого не делал. Но воинские традиции, они были многовековые еще до исламские. И поэтому сказать, да, я не хочу быть там воином, да, пожалуйста, меня к этим делам не привлекайте, это было, противоречило всему укладу жизни людей. Тюркских потомков тюрков разных, но и не только тюрков. В Крымском ханстве существовали подразделения и не мусульманские, но они уже были не народным ополчением и не просто армией по призыву, которая, по призыву не в нынешнем смысле там вручения повесток, а которая вставала на защиту Крыма там или для обеспечения каких-то там военных интересов ханства и политических по призыву хана, в смысле, что нужно это сделать, а которые платили так, например, готы. У хана существовала готская пехота, которая была наемниками, им платили. И они были по тем временам лучше всего вооружены. Это была пехота с мушкетами. То есть, огнестрельное оружие было известно в ханстве, его массовое применение. Другое дело, что это сейчас не тема разговора, что оно не получило того развития, как в Европе, в России, что, собственно, и сказалось потом на судьбе Крымского ханства. Поэтому крымские татары, вот эта совокупность этносов, на которые опирался крымский хан, которая поставляла ему воинов, чиновников и налоги платила, выполняла какие-то общественно значимые работы и службы, она и стала крымско-татарской нацией. А распространение тюркского языка, совместное проживание, преодоление, границ для заключения браков, потому что старые межплеменные границы исчезли, появились новые, межрелигиозные. Если ты мусульманин, мусульманка, то брак с христианином или там иудеем становился проблематичным, и наоборот. Но с другой стороны, если человек другого происхождения принимал ислам, он становился совершенно вероятным брачным партнером. И это продолжалось не 10 лет, а сотни лет. И поэтому вот такое буквально, можно сказать, генетическое смешение тоже было стимулировано принятием ислама и образованием общего государства, которое защищает общие интересы. Поэтому крымские татары стали сначала нацией, государствообразующим народом. Сначала просто народом, на который крымский хан должен был опираться.
Потом они стали государствообразующим народом, в первую очередь, хотя и другие народы, они тоже принимали участие. Я уже говорил о татарасы. И самоуправление караимов, крымчаков, самоуправление в судебной сфере и в конфессиональной сфере, такой, который по настоящее время в разных государствах не существует. И потом они стали, по сути, государствообразующей нацией, потому что уже без того, чтобы именно крымские татары жили в своем государстве и обеспечивали его существование, уже Крымское ханство существовать не могло. Оно не могло существовать, опираясь только на ханскую гвардию там, или там каких-то его сторонников. Национальное государство крымских татар, Крымское ханство, в свою очередь, в дальнейшем способствовало консолидации и появлению, собственно говоря, крымско-татарского этноса, который отличается как от татар, условно говоря, времен Монгольской империи, так и от других этносов, предки которых появились в Крыму ранее, чем татары. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете о том, кто такие коренные народы с точки зрения международного права и как правильно понимать термин «народность». Мы также обсудим, какие ключевые критерии отличают коренные народы от национальных и этнических меньшинств и как эти критерии применимы к крымским татарам, караимам и крымчакам.